Друзья, всех витаю, ассаламу алейкум, шалом алейхим, hello, guten Abend, ну и все остальное, друзья, приветствую всех. Сегодня у нас очередной стрим на платформе открытого диалога. У нас сегодня очередной стрим на YouTube-канале Reality и на канале в TikTok Аслан Арцуев. Сегодняшний свой стрим я назвал «Тигр или медведь, все одно, русской недоимперии не быть». Об этом и многом другом давайте поговорим. Я полагаю, что изображение снова у нас не очень качественное, да, в YouTube. Или улучшилось оно? Ну, мне кажется, нет. Кажется, нет. Ну, вот такая вот загогулина получается. Хотя у меня показывает, что HD 1080 разрешение, но качество не очень. Вот такими вот вещами занимаются наши противники. Так. Сразу хотел бы начать свой стрим сообщение, которое поступило только что, буквально полчаса назад, на Deutsche Welle на русском. Зеленский попросил Трампа передать Украине ракеты «Томагавк». Просьба о передаче ВСУ крылатых ракет большой дальности, в теории способных поражать цели в Москве, прозвучала от президента Украины во время его закрытой встречи с главой Белого дома в кулуарах Генассамблеи ООН, сообщает газета The Telegraph. В беседе с Трампом Зеленский заявил, что ракеты «Томагавк» помогут убедить президента РФ Владимира Путина сесть за стол обсуждения мирного соглашения, пишет издание. В интервью Axios Владимир Зеленский рассказал, что просил Дональда Трампа о новой системе вооружения, которая заставит Путина начать переговоры, но не стал говорить, о какой именно. По словам Зеленского, на эту просьбу Трамп ответил: «Мы будем над этим работать». Экс-президент США Джо Байден в прошлом отклонил просьбу о поставках Украине ракет «Томагавк», напоминает The Telegraph, когда в Белом доме сочли данный шаг слишком рискованным из-за потенциальной эскалации конфликта. Вот такая вот интересная вещь. Обычно, не будем утверждать, что это именно в этом случае, но обычно они озвучивают то, что уже принято решение. И Зеленский вчера в своем стриме сказал, что пусть ищут бомбоубежище москвичи, кремлевские чиновники, то есть российские чиновники. Поэтому вот такая вот тема. Так. Вот такая вот интересная тема получается. Сейчас я вам еще кое-какие новости расскажу интересные. В Украину, вероятно, залетели венгерские дроны, заявил президент Украины Владимир Зеленский после доклада главкома ВСУ Александра Сырского. Украинские силы зафиксировали нарушение нашего воздушного пространства разведывательными беспилотниками, вероятно, венгерскими, написал Зеленский в социальной сети X. По предварительной оценке, дроны проводили разведку промышленного потенциала приграничных районов Украины, добавил он. Ранее, 26 сентября, глава МИД Венгрии Питер Сиярто заявил, что Украина в течение последних 10 лет проводила антивенгерскую политику. В качестве примеров Сиярто привел, в частности, ущемление прав этнических венгров в Закарпатской области, а также удары по российскому нефтепроводу «Дружба», который имеет
важное значение для обеспечения энергетической безопасности Венгрии. И я думаю, здесь дело не в венграх, которым ущемляют права Украине, а важно то, потому что Украине никого, ничьи права не ущемляют, если они не пророссийские и не прооккупационные. И это на законных основаниях, конечно же, делается, если выявляются шпионы и преступники. А удар по российскому нефтепроводу «Дружба», вот что венгров очень, видимо, задело. Ну, посмотрим. Вот так вот. Суд Берлина не поддержал немедленное выселение Адаге из штаб-квартиры партии. Суд, как и ожидалось, подтвердил наше юридическое заключение. Расторжение договора без уведомления было юридически необоснованным, и потому совершенно правомерно отклонено сегодня, прокомментировал решение представитель АДГ Кай Готшельк. Во время выборов в Бундестаг 23 февраля 2025 года ультраправая партия «Альтернатива для Германии» устроила вечеринку во внутреннем дворе своей штаб-квартиры в Берлине. Там были установлены ограждения и палатки, и логотип партии был спроецирован на стене здания. Арендодатель счел это и объявил о немедленном расторжении договора аренды. АДГ съезжает раньше срока. Ну вот, короче, АДГ раскручивает вот этими всякими судами, вот какими-то непонятными вещами. АФД, альтернатива для Германии, по-русски, раскручивают. И я полагаю, что не зря российские люди, связанные с Россией, с российскими спецслужбами, пророссийские товарищи чеченской национальности оказываются вот в этой АФД или АДГ. И вот такая вот вещь. Короче говоря, нас ждут веселые времена, друзья, я так полагаю. Нас ждут здесь потрясения, теракты. Потом, знаете, будет такой, ну, как бы крен идет в сторону националистов, которые объявят всех левых, да, всех левыми они объявят, всех, кто не согласен с фашистской какой-либо идеологией, будут объявлены незаконно, объявят их всех левыми, и вместе с левыми будут преследоваться мусульмане, я так полагаю, потому что здесь, в Европе, много проводится митингов, протестов, и против той же политики Трампа, против националистов, и то, что вот Илон Маск вскидывал в нацистском приветствии, да, от сердца к солнцу, так сказать, это тоже все не случайно, мне кажется. И могут быть большие потрясения здесь, в Европе. И все это делается вместо того, чтобы объединиться и бороться против фашистской России. Вот. Какие силы могут это все делать? Представьте себе, что это за силы такие? Задайте себе вопрос. Как это вообще возможно? Знаете, активно начали, когда сектор Газа, вот этих палестинцев, арабов Палестины, сектора Газа начали поддерживать. Очень много разные феминистки, ЛГБТ-сообщества начали поддерживать. И тогда как-то странно казалось, да, вот этих называют исламистами, там, джихадистами, там еще каратистами, и этих поддерживают. Ну, логики вообще нет никакой, правильно? Ну, потому что эти не признают этих, а эти не признают тех. До сих пор, по крайней мере, так было. А тут раз, и все вывалили на улицу, все начали поддерживать. Это говорит о том, что вот искусственно делалось.
И все эти митинги, которые здесь проводятся, они тоже искусственно выводятся. Просто людям нет, на самом, ну, есть, конечно, и люди, которые переживают и занимаются этими вопросами, но каждых волнуют другие темы. Но нам вот рассказывают на эту тему, и евреев представляют каким-то злом, там, таким абсолютным злом, и накачивают какую-то ненависть, какую-то провокацию. До хорошего это не дойдет, друзья. К сожалению, вроде бы казалось, что вот есть Россия, есть Российская империя, и она вот зло, враг. Ну, нет. Россия не зло для них. Россия, ФСБ не зло. Именно поэтому здесь, вот в Германии, в Европе, многих других странах Европы находятся российские агенты, их не трогают. Понимаете? Потому что и будет борьба с исламом под видом, ну, они прямо же уже говорят, прямо рассказывают, под видом борьбы с миграцией, под видом борьбы там с джихадистами, а нет джихадистов. Нету, понимаете? Будут с мигрантами бороться. Мигрантами бороться. И все будут, вот, ты мусульманин, все. И вот это все будет вперемешку идти. Очень страшная картина представляется, если так задуматься. Очень нехорошая картина. Ну, это как, знаете, в прошлый век, 30-е годы приблизительно, когда началось все вот это движение. Посмотрим, что из этого выйдет, но вместо того, чтобы всем объединиться против фашистской России, которая совершила 7 октября 23 года акт геноцида еврейского народа, сейчас уже как бы ни Натаньяху, ни некоторые евреи вообще не говорят про Россию. Вообще как будто нету этой проблемы, как будто не они десятилетиями этих террористов Хамас спонсировали. Хотя в начале голоса ж были. И то, что подземные эти все коммуникации строились, и вывозят их. Гуманитарную помощь Россия в сектор Газа возит. Стоят там на границе и говорят, вот мы привезли гуманитарку, не знаю, завезли они или нет, но как бы под видом гуманитарки, может, что угодно завозят, что угодно вывозят там, или вооружают и кормят своих боевиков там. Но нет, про Россию не говорит, ни Натаньяху не говорит, никто не говорит. Вот сейчас Трамп что-то сказал, ну, мы уже привыкли, Трамп уже разное много говорит, то одно говорит, то ровно противоположное, поэтому может в любой момент поменять. Посмотрим. Посмотрим, что будет, друзья. Нам нужно оставаться трезвыми. Я полагаю, отсюда депортации массовые, как и в США они сейчас проходят, и здесь они будут проходить. Такая зачистка будет всех и вся. Ну, в первую очередь, я так полагаю, под видом борьбы с миграцией будут выдавливать всех. И будет, ну, очень, очень интересно будет. И знаете, всех будут выдавливать отсюда не только под видом борьбы с мигрантами, с мусульманами, да, но я думаю, Германия на это не сможет ни при каких обстоятельствах пойти. Здесь менталитет людей другой. Но как и в принципе в Америке он другой. Но они не говорят же прямо против там, мусульман. Будут депортировать тех, кто связан, например, сирийцев будут отсюда выдворять, там у них все нормально. Трамп уже там договорился с этим новым там какой-то марионеткой, которую там русские поменяли. Ну вот не могу понять, как это все произошло. Поменяли вот этого Шара его зовут, Шара, как-то его зовут. Без боя поменяли на вот эту непонятную фигуру. Хорошо, хоть Америка его признает, и он лоялен Америке, раз он встречается, да, и Израилю. Это уже хорошо, по крайней мере, он не будет представлять. Но российские базы не убрали с территории Сирии. Почему? Тоже непонятно.
Как-то так. А, И под видом ну, борьбы, не только под видом, реально будет борьба, я так полагаю, с мигрантами. И все, кто связан с Россией, их тоже будут депортировать отсюда. И меня всячески хотят пристегнуть к этой ситуации, сказать, что я там какой-то тайный российский шпион. И там некоторые люди здесь, в Гамбурге, пытаются вот как угодно со мной, как бы, чтобы хоть там я рядом оказался. Просто чтобы потом это положить там в материал и сказать, вот смотрите, он связан. Ну, пока у них не получается, но кроме меня, может быть, еще какие-нибудь у них там есть заготовки. Поэтому, почему меня хотят? Меня как голос хотят, я полагаю, как голос, который будет это все комментировать, озвучивать и так далее, и выявлять. Поэтому всем чеченцам я посоветовал бы, всем чеченцам, вот эти все свои связи, которые у вас есть там, они почти, ну, практически у всех у вас есть, где-то у вас там родственник там где-то связан, потому что, ну, это как бы миром признанная власть, оккупированная наша Ичкерия, фашистская Россия, как бы они все признают. И кому-то нужно домой ездить, документы делать, там что-то там продавать, покупать там и так далее. И ты обязан просто соприкасаться с ними. И это будет большая-большая такая зачистка всех по подозрению просто, да, связанных с Россией. И это будет очень интересно. Очень интересно. Ну, одновременно с этим они меня еще хотят представить как и террориста, исламиста там и так далее. При всем при этом уже объявили там меня террористом на России и так далее. Как бы, чтобы обоснование, вот смотрите там и так далее. Ну, посмотрим. Посмотрим. Так, давайте дальше. Короче говоря, не давят, ни ФСБ не давят, ни Путина не давят. Украинцы бьются. Какая-то вот ситуация. Короче говоря, такая ситуация. Итак, смотрите, произошло, товарный поезд с бензином столкнулся с грузовиком в Смоленской области, возник пожар. Из-за аварии отменены несколько поездов между Россией и Белоруссией. Вот такая вот интересная. Огромный пожар, просто поезда, вагоны все перевернулись. Грузовая машина на переезде столкнулась, поезд врезался в нее. И водитель погиб. Не знаю, может смертник был, может еще что-то там произошло. Ну вот большой мощный пожар. На России конкретный кризис, бензиновый, дизельный в том числе. Короче говоря, все как положено, да. Движуха на России. Как они любят. Все больше дронов нарушает воздушное пространство у аэропортов Германии. Немецкое агентство безопасности полетов сообщило о зафиксированном беспилотниках в небе возле аэродромов. За первые 8 месяцев 2025 года было 144 случая. Для сравнения, за тот же период прошлого года было 113 происшествий и в 2023 году 99. Только во Франкфуртском аэропорту, крупнейшем авиаузле Германии, в этом году произошло 35 инцидентов. Кто управлял дронами, в отчете госагентства не указано. В ряде случаев, вероятно, речь шла о хобби-пилотах. Полеты дрона в радиусе 1,5 километра аэропортов Германии запрещены законом и могут караться тюремным заключением сроком до 10 лет. Дроны обычно замечают пилоты взлетающих или заходящих на посадку самолетов, а также наблюдатели в диспетчерских вышках. В экстренных случаях работа аэропорта временно останавливается. Ассоциация немецких аэропортов призвала власти решительно бороться с угрозой дронов, ну и так далее, и так далее. А также проходят диверсии на железнодорожных путях Германии. Против Германии уже ведется такая партизанская, террористическая, фашистская война России. К сожалению, к сожалению. К большому сожалению.
МИД Польши рекомендует своим гражданам не ездить в Беларусь, а тех, кто находится на территории РБ, призывает немедленно покинуть страну. Об этом говорится на сайте польского правительства в сообщении, посвященном открытию польско-белорусской границы 25 сентября. Рекомендации даны в связи с ростом напряженности, военными событиями в регионе, а также повторяющимися случаями произвольных арестов польских граждан. В случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ и других непредвиденных обстоятельств, эвакуация может быть значительно затруднена или даже невозможна, заявили в МИД. Вот такие вот дела происходят. И то, что Россия начала активно оказывать давление на Европу, Европейский Союз, дроны залетят, то самолеты залетят там на территорию Эстонии, то вот сейчас тут сообщается, что военный российский корабль Александр Шабалин дрейфует у территориальных вод Дании с включенным сигналом автоматической идентификации системы, сообщает датское издание. Говорит о том, что ну вот они делают все, чтобы европейцы не пошли на помощь Украине. Что вот мы отсюда сейчас придем, что вот мы сейчас нападем, и нам сейчас не надо идти в Украину и так далее. Таким образом, такой отвлекающий маневр, мне кажется, это происходит. Я думаю, у них нет сил. Россия попала в капкан. Украинцы взяли за пятачок вот этого кабанчика и, короче говоря, держат его. Поэтому посмотрим, что будет, но очень-очень демонстративно просто Россия себя ведет. Также на Фимском НПЗ произошел пожар после удара дронов. Обломки беспилотников упали на одну из установок Афимского нефтеперерабатывающего завода. Произошло возгорание. Пресс-служба Краснодарского края. По этим данным, пожар охватил площадь 30 квадратных метров. Его ликвидировали, пострадавших нет. Также немцы начали выпускать очень мощные беспилотники. Немецкий стартап из Баварии Helsing представил прототип боевого беспилотника CA-1 Европа. На свою разработку молодая компания сумела собрать около 1,3 миллиардов евро от международных инвесторов. Аббревиатура расшифруется как Combat Aircraft. По сути, это боевой джет, но без пилота, зато с интегрированным искусственным интеллектом, пишет Der Spiegel. На презентацию, которая прошла 25 сентября, прибыл и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер. Дизайн инновативного БПЛА длиной около 11 метров был разработан всего за несколько месяцев. Он может развивать скорость, близкую к скорости звука, и лететь так низко, что его трудно обнаружить. Представленный прототип – это машина, которая Хелсинг планирует в ближайшие годы снабжать в первую очередь европейские военно-воздушные силы. Идея проста. Вместо пилотируемого истребителя стоимостью до 150 миллионов евро гораздо более дешевый дрон мог бы проникать глубоко на территорию противника, выводить из строя средства ПВО и атаковать наземные цели. Оснащенный навигационной системой с ИИ, он должен быть невосприимчив к радиоэлектронным помехам. По крайней мере, так обещают производители. Однако подняться в воздух, по их словам, новый беспилотник сможет не раньше 2027 года. То есть через 1,5 года он только поднимется. Или даже 2,5, да? Не раньше 7-го. Получается, в 7-м, значит, может поднимется. Дональд Трамп обсудил с президентом Турции Реджепом Таyyipом Эрдоганом продолжающуюся войну РФ в Украине и призвал его прекратить торговые отношения с РФ в энергетической области. Встреча двух глав государств прошла в Белом доме. Лучшее, что он мог бы сделать, это прекратить покупать нефть и газ у России.
сказал Трамп журналистам в присутствии Эрдогана, говоря о нем в третьем лице. Трамп несколько раз похвалил Эрдогана за прекрасную работу, а также пообещал снять с турецкой оборонной промышленности санкции, которые он ввел во время своего первого президентского срока. Предметом спора стали российские системы ПВО С-400, закупленные Турцией в 2019 году. Эрдоган не сделал никаких конкретных заявлений по поводу торговых отношений России и Турции, но выразил надежду, что может обсудить с президентом США истребители F-35 и F-16. После введения санкций США исключила Анкару из проекта по разработке F-35. Короче говоря, выторговывает себе. Вот такой вот этот мир, друзья. Каждый выторговывает себе, идет война, гибнут люди, и им все равно, они как бы относятся. Так, мир вам, друзья, Мишлях, и вам мир, дорогой, приветствую тебя. Шалом алейхим, валейк шалом, Эркин. Не удивлюсь, если Путин скажет, что в этой войне виноваты мигранты. Да, совершенно верно, так и будет, скорее всего. Так. Ассаламу алейкум. Зеленский в своем выступлении снова ни слова говорит про Чечню. Упомянул Грузию, Сирию, Палестину. Не слышал, алейк салам, я не слышал его полное выступление, я не слушал. Аслан, ни с кем не встречайся, сфоткают, потом дальше сам понимаешь, что будет. Эркин, дело даже не в том, что я с кем-то встречаюсь, понимаешь? Они, знаешь, столько хитростей применяют. Вот одна из хитростей, я уже озвучивал ее, это один из бывших родственников приехал к моим родителям и переночевал у них дома. Ну, как ему откажешь, просто приехал человек, может, он и сам даже не в курсе, этот бывший родственник, и поставил машину у подъезда моих родителей. Вот они там 20 лет живут в этом доме, в этом районе, и за эти 20 лет ни разу не эвакуировали машину. А этот человек пришел переночевать, и у него эвакуировали эту машину. Более того, ее эвакуировали на машину, чья была на имя самого известного здесь представителя России, здесь в Гамбурге. Ну, и представитель, или просто их там решала какой-то известный чувак по имени Агаев Сайхан. Его жены или его сына машина была это. И этот человек настаивает уже 1,5 года, хочет со мной как-то встретиться, что-то обсудить. И я избегаю встреч, причем очень вежливо, все, просто поговорим, обсудим что-то туда-сюда. И это уже не один случай такой. И эту машину эвакуировали. Вот как это просто делают, чтобы вы тоже знали. И чтобы потом мне не предъявляли вот такие случаи. Их потом еще будет. Они, видимо, накапливают. И где-то немецким следователям что-то там подсовывают. Что вот он вам говорит одно, а является другим. Чем говорит. И затем этот человек, который бывший родственник, переночевавший у моих родителей на машине вот этого Агаева, звонит, просит мою маму, свою родственницу, чтобы помогли машину, как бы угнали машину или что неизвестно. Мама, соответственно, звонит моему брату, своему сыну. И говорит, приедь, тут переводчик нужен, разговаривать нужно там и так далее. Позвонить нужно. Позвонили, узнали, что эвакуировали. Поехал брат, вместе забрал эту машину, там эвакуированная на стоянке стояла. И в итоге вот брат присутствовал, разговаривал. Тот, кто не умеет говорить по-немецки, это говорил по-немецки, разговаривал. Машина стоит на улице моих родителей. И вот так вот этих вещей они накапливают. Вот эти вещи они делают. И они думают, если, я просто многие вещи мимо ушей пропускаю, потому что я как бы стараюсь не влезать никуда. А оказывается, вокруг всех моих родственников идет большая работа.
Женщины подставляются. Вот наша правозащитная ассоциация, которая есть, и обязательно это русские женщины, русскоговорящие девушки. Вот каждому мужчине проблемы в семье. Сперва какая-то дамочка чисто случайно как-то не знакомится, а мы, как у нас у чеченцев не принято эти вещи обсуждать с младшими. И как бы я, как бы, ну, тоже, ну, не придавал этому значения. И вот эти дамочки потом, в ночью, когда понимают, что он спит, начинают названивать, присылать какие-то откровенные фотки, видео там туда-сюда, и это жены видят. И вот происходит конфликт. Уже у 4 или 5 даже, 4 человек произошли эти ситуации. Понимаете? Некоторые браки разрушились. Некоторые браки разрушились. Также работа ведется против моей сестры, ее семьи ведется. Я с ними ни с кем не поддерживаю отношения, ни с кем. Ее семья, ее дети, которые тоже уже совершеннолетние, взрослые, тоже находятся под этим. И этим все занимаются российские спецслужбы и их прихлебатели, чеченоговорящие. Понимаете? Вот такая работа ведется. Многое у меня накоплено, я все фиксирую. Вокруг моего дома ошиваются, разные там ходят. У моего подъезда стоит человек. Короче, ну, стоял раньше. Ну, вот такая вот большая-большая работа ведется. И не то, что меня даже уничтожить нужно. Я надеялся, на самом деле, что они меня просто уничтожат и на этом закончится. Но им нужно все, что я сказал, дискредитировать. И перед немецкими властями, и перед чеченцами. Недостаточно того, чтобы просто меня ликвидировать. Понимаете? Ну и одновременно с этим они распускают слухи про меня, грязные, не грязные, чистые, связанные там, что я связан с ними, не связан с ними, связан с Моссад. Но они не любят говорить про Моссад. Это не, ну, они так раскидывают информацию, чтобы просто каких-нибудь радикальных чеченцев от меня отвернуть. Но это даже хорошо. Мне этих радикальных, я очень долго их терпел, я очень долго пытался вразумить этих людей. Ну, там просто, кто не понял до сих пор, тот уже, наверное, никогда не поймет. Поэтому я уже смирился с этими радикалами, общаться, там что-то доказывать там и так далее. Поэтому вот такая вот, это обязательно нужно знать. Против меня ведется такая глубинная работа. Но мне абсолютно в этом мире никто не нужен, если честно. Я не буду ни перед чем останавливаться и вести свою деятельность. Я буду, ну, пока меня не станет. Поэтому они могут все, что угодно делать и с родственниками, и со всеми вокруг. К большому сожалению, я не остановлюсь, их большому сожалению. Вот такая вот работа ведется. Упрашивают, деньги предлагали, сейчас уже как бы уже напрямую на контакт не уходят. Звонят, там угрозы такие завуалированные. Думают, если они так скажут, может, я чуть-чуть отступлю там или еще что-то сделаю. Ну вот, ведется такая работа. Ведется, прослушивается полностью. Сейчас, правда, уже за меня немецкие власти взялись. Но вот это все время была огромная просто работа против власти. Ну и сейчас она ведется. И прослушивают, и телефоны прослушивают, и все остальное. Что-то и дом, квартира, все прослушивается. Я уверен, ну, как бы еще есть там факты, не будем все озвучивать. Ну, вот такая работа ведется. Вот такая вот работа ведется. Это называется транснациональное репрессивное преследование. Human Rights Watch и Amnesty International именно так это характеризуют. Дома родственников там пытают, ну, после того, как Amnesty International
Например, когда похищали моих родственников, пытали их, да, очень жестоко некоторых пытали, уголовные дела возбуждали, там, ну, там, какие-то там заставляли на себя брать какие-то там грехи, которые бывшие или реальные, неизвестно. А, И я тогда об этом сказал, что вот похитили там и так далее, и так далее. И когда они похищали моих родственников, причем родственников, дети, которых я не видел, ну, когда они детьми были, я их видел, может быть, 2-3 года их было, когда я их видел, я всю жизнь учился, работал, там, приезжал иногда. Они сделали так, что у Ингулбаевых, у Абдурахмановых, у других третьих одновременно как будто похитили родственников, чтобы не сделать так, что только моих похитили. И это сделалось так, что вот завуалировано. Я там где-то там, туда-сюда. Разные деятели, которые абсолютно античеченскую деятельность ведут на разных там каналах, сайтах информационных. Вот, например, меня объявили террористом, против меня возбудили уголовное дело. Но всякие там другие о них везде написали, у них взяли интервью, с ними поговорили, еще что-то сделали. Про меня тишина. Вот такой маленький где-то там в Телеграме, где-то там что-то там Кавказский узел, по-моему, кто-то там написал что-то там, дело возбуждено и все, или не помню кто. Потом здесь есть интересные такие новые персонажи появляются, за религию рассказывают. Они не говорят про права чеченцев, они не говорят, что там чеченцы находятся в тяжелейшем положении, они говорят, что мы там должны там про ислам, там туда-сюда говорить. Ну, пожалуйста, я ничего против не имею. Каждый имеет право говорить и про религию, какую хочет, да, что хочет говорить и так далее. Но они еще говорят, не берите европейские паспорта, это грех. Представьте себе, значит, российский паспорт иметь чеченцу не грех, а взять и немецкий, французский, бельгийский, еще какой-то, это грех. И эти люди, да, ну, вроде религиозники, да, какое их дело, да, их приглашают на русские оппозиционные каналы, там, Медуза или кто там, подожди, The Insider, да, по-моему, есть такой. Это там, их везде рекламируют, какие-то эксперты, Христо Грозев, там еще какой-то Грозев. И вот ты на это все смотришь, и понимаешь, вроде ты демократ, ты отстаиваешь. Эти все люди тебя называют там кафиром, там, врагом мусульман, как только они тебя не называют. Да? Всю молодежь они забивают вот этой информацией. Да он за евреев, он за Америку, он там это, он там то. И российские, и не только там российские какие-нибудь, полуроссийские, там, наверное, это российские, The Insider, да, вот это российская тема. Они приглашают не человека, юриста, который имеет большой опыт там уже в правозащите, есть много информации, а приглашают папа, мулу, или кто он там, который рассказывает про религию. И ну вот что между ними, что общего у них? Вот не было бы меня, я бы смотрел бы и думал, ну вот только эти люди есть. Но я-то есть, и причем я есть раньше их всех. Понимаете? И раньше всех я и говорю, и делаю, когда они вообще их не было. А сейчас они заглушить наш голос, сделать из нас маргиналов, появляются вот эти все голоса. Постоянно, постоянно, вот одних там разоблачаем, их отсеивают, другие появляются, третьи появляются. Вот ведется работа. Раскручивают они друг друга, поддерживают они и так далее. Слава богу, немцы теперь к нам прислушиваются. Немцы теперь начали разбираться вот этой всей ГБшной. Ну, кроме немцев, есть другие, которые еще не до конца разбираются, не до конца все понимают и так далее. Поэтому вот такая вот работа ведется, понимаете? Вот такая вот большая-большая работа против нас ведется. И только вы, все, кто меня смотрит, кто понимает, о чем я говорю, которым никогда я не врал вам, никогда, ни одному
ни в чем я не соврал в том, что делал. Никакой финансовой, любой другой поддержки я не получаю ни от кого, ни от немцев, ни от американцев, ни от евреев, ни от Ичкерии, ни от кого. Я абсолютно независимый человек и говорю только то, что вот сам анализирую, сам прихожу к каким-то мыслям, и все. Вот все, что делаю. Анализ, пытаюсь разобраться и хочу свой чеченский народ, который демократ по духу, но я думаю, знаете, не нужны здесь демократы, чеченцы. Чеченцы должны быть инструментом и представляться какими-то исламистами. Не нужны, ни Западу не нужны, никому не нужны. Вот удобно, если он там исламист, все это россиянин, это враг, все пускай там будет. Убивайте, сажайте, депортируйте, нет прав. Не нужны демократы. Просто напрочь, ну, не нужны. И кто тогда за демократию, объясните мне. Кто объяснит, вот если я демократ, который всегда был демократом, который всегда придерживался, народ мой демократический, я-то в этом просто разбираться стал и объяснять людям. Вот и все. Вот объясните мне, в чем здесь секрет тогда? Если демократические не нужны, нужны те, кого можно либо он является российским агентом. Вот с ним взаимодействует. А тот, кто не является российским агентом, пускай, вот, например, на Западе знают, что это является российский агент, с ним будут взаимодействовать, зная, что он российский агент. Потому что так нормально. Если он не признает российскую власть над собой, потому что нету ни одного юридического основания, вот каждую неделю 2 раза Аят Эдигов подробно рассказывает, что никакого документа, никакого основания, что наша страна является частью России, нет, в природе нет. Есть референдум, который они провели в 2003 году или в 2004, да, который никто не признал до того этого. Это оккупанты провели. Полностью разрушенная республика. Там одно здание там стоит и палками подпертое. И это как будто референдум они там проводят. И в этот день люди митингуют, у них людей похищают, убивают. Ужас, что происходит. Поэтому никто не признал и этот даже референдум. Потому что это откровенные нарушения были. И нас считают вот так. И вот если я говорю, что у меня есть право, я демократ, и я протягиваю руку немцам, французам. Немцы 10 лет меня игнорировали. 10 лет. Правда, я тоже себя вел не очень, скажем так, может быть, правильно. Это тоже нужно признать. Я вел себя как независимый человек, никому не подчинялся, говорил все, что хотел, все, что думал. И это немножко шокировало местных. Но я как бы не собираюсь быть ни агентом немцев, ни агентом кого-либо другого. Я независимый человек, я правозащитник, я человек, который борюсь за права людей, в том числе чеченцев. В первую очередь чеченцев, потому что они самые ущемленные. Но если у других ущемляют права, я это тоже всегда говорю и всегда буду говорить. Я независимый правозащитник. Вот такая вот работа ведется. И, скорее всего, даже могут меня депортировать. Могут лишить меня всех документов, которые я уже получил. Могут, ну, что угодно сделать. Все, что угодно. Но и вы все будете этому свидетелями. И пускай тогда, пускай проверим. Я верю в немецкое правосудие, я верю в немецкие законы, потому что здесь работает закон, здесь не на словах, а на деле полицейские соблюдают закон и охраняют его на самом деле, служат стране, своей нации. И я верю, что меня не депортируют. Ну, как бы, но может измениться ситуация, по крайней мере, в любой момент может измениться. Могут и депортировать, могут забрать документы, гражданство лишить, да расстрелять могут, в конце концов, на законы, принять новые законы и расстрелять. Ну, как бы я не верю, что такое произойдет, но просто я хочу, чтобы вы все это увидели своими глазами.
чеченский демократ, правозащитник, который не призывает никаким боевым действиям, разоблачает всю вот эту античеловечную, вот эту фашистскую идеологию, борется за права немцев в том числе. Я очень, на мой взгляд, не буду хвастаться, я очень много сделал для Германии, разоблачая, разъясняя всю эту ситуацию. Кому это интересно, те, кто следил, может быть, знают. Но я это делал абсолютно независимо и по зову сердца. Абсолютно. Ну, вот так вот. Чтобы вы знали, вот раз мы затронули эту тему, я думаю, что надо это тоже сказать, чтобы вы стали свидетелями. А завтра, может быть, мне от вас потребуется помощь. Где-то выйти на митинг, где-то написать петицию, заявление, там, я не знаю, еще что-то сделать. Посмотрим. Но только вместе мы сможем преодолеть это все. Нас каждого по раздельности будут вот так разбивать, манипулировать, использовать, дискредитировать и уничтожать. Каждого. Я думал, когда началась война, я выехал, я бросил работу свою предыдущую, свою, можно сказать, неплохую жизнь, которая у меня была в Москве. Я думал, что вот сейчас, я знал, что лет уже за 5 до начала войны против Украины русские накачивали свою вот эту молодежь в милицейских школах, там, юридических факультетах, антиамериканским вот этим нарративом, что Америка зло там и так далее, и так далее. И я искренне верил, что они будут, ну, как бы, вроде Америка им все дает, помогает, их везде принимает, а они вот так против настраиваются и пытаются восстановить свою империю. Я в это искренне поверил. Я понял, что я больше находиться не могу, потому что моя позиция на России была известна. За мной следили, мне тоже разные там схемы против меня использовали, пытались меня там на крючочек взять, там и подкупить пытались, и так, и сяк. Бог, как говорится, миловал, но я знаю, что они там и снимали меня скрытно там, и мне там устраивали разные там провокации и так далее. Мне абсолютно плевать на все, что они там делали. Но я подумал, что ну если я дальше продолжу, все, уже я не смогу больше. Ну, или посадят, либо убьют. Я быстро собрался и уехал. Уехал и думал, что вот весь мир там, тогда весь мир поддерживал Украину, везде флаги украинские вывешивались, там, ну, вообще такой подъем был. Это было в 15 году я приехал, в 14 у них война началась. В Сирии тогда война шла как раз усиленно, активно. Бостонский теракт был совершенный фашистской Россией, организованный фашистской Россией, ФСБ, на мой взгляд. И я начал пытаться разбираться, начал объяснять людям, что не нужно ехать в Сирию, что это не наша война, что нам не нужно это делать и так далее. Ну, чеченцы надеялись, что там какое-то движение поднимется и так далее. Пылесосом, как пылесосом высосали всю молодежь с Европы, причем Европа открывала границы, их всех отправляла туда. И вся причина в том, что Европа боялась вот этих религиозных вот этих разных представителей, которые практически 99% напрямую работают на российские спецслужбы. И они вот молодежь дурманят, обманывают, там, представляются какими-то супервоинами там, и так далее, что вот они против России и так далее. И таким образом нашу молодежь используют. И я пытался объяснить. Тогда я это делал скрытно. Ну вот на меня настучали здесь гамбургские разные бывшие родственники. Когда я вышел на митинг, стуканули на меня. Я подумал, что уже ну, незачем мне скрываться, раз уже они знают, кто я. Лучше тогда уже идти открыто. И в итоге была вроде поддержка, все нормально. И вот после широкомасштабного вторжения, после прихода Трампа ситуация начала меняться, хотя, не знаю, вроде бы не сильно меняется, украинцы сражаются, держат фронт, и ну, сдвинуть украинцев практически невозможно. И самое главное, здесь, в Европе,
по-настоящему поняли, что Россия для них угроза. Германия, я вот верю, искренне, простые немцы, я общаюсь, верю, что эти немцы абсолютно уверены, что Россия для них угроза. Вот у них в голове это есть. И это не уйдет никуда. И американцы, я знаю, я общаюсь с американцами и простыми людьми, там, с кем я общаюсь, рассказывают, что они с простыми людьми общаются. Они тоже знают, что Россия угроза. И авторитет Америки зависит от исхода войны в Украине. Хотя Трамп сейчас говорит, это не так, это так. Это так. Весь мир надеется на Америку. Весь мир надеялся на Америку. Не только Украина. Мы все верили, надеялись, что будет мощная поддержка и так далее. Но по какой-то причине все поменялось. Начали переигрывать. Хотя уже Россия много от чего отказалась. От Сирии отказалась, от Ирана отказалась, от Нагорного Карабаха отказалась. Ну, много чего она уже там, может, в Африке где там еще Трамп войны остановил. Может, там еще где-то отказалась. Но ситуация поменялась. И сейчас мы видим, что не Россия главный враг, по крайней мере, декларирует. И в ее душе хочется верить, что это какая-то хитрость там, политическая, какая-то там интрига, сейчас они что-то там сделают. Но реально ведется борьба против мигрантов. Вообще, какое дело Илону Маску говорить про мигрантов у нас в Германии? Вообще, какое до него до этого дело? У меня в голове просто не кто он такой? Бизнесмен. Все, иди бизнесом занимайся. Ты лезешь в чужие внутренние государства только потому, что ты американец. Ты вот пользуешься этим, что ли, что Америка, уважают Америку и так далее. Ну, вот эти вещи, они наталкивают на какие-то очень странные мысли. И ты понимаешь, что Россия не враг, Россию не будут уничтожать, ее не будут делить даже. Может быть, там Дальний Восток, там что нужно уже, там Путин уже отписал, наверное. Все, потихонечку это будет под Китай переходить, там под другие юрисдикции. А по факту ни ФСБ, ни против России борьбы нет. Да, против ГРУ будет, военных будет, их вообще задавят, их там щенят превратят, уже превращают. ФСБ снова останется. ФСБ это слишком такой мощный ресурс, чтобы от него отказаться. Понимаете? Слишком мощный ресурс, который управляет не только внутри России, но еще тут, в Европе. Страны Варшавского договора, везде, где было КГБ, оно везде осталось. И от них отказываться неохота. Они умеют мимикрировать, стелиться умеют, там, падать на колени, умолять, просить пощады. Ну и, конечно же, американцы не могут, наверное, отказаться от столь заманчивого предложения. Как думаешь, Ичкерия вернется? Ночью Ичкерия, конечно же, вернется. Но дело в том, что мы должны сами хотеть ее вернуть. Не Аят Идигов один, не Алла Дудаева, а все мы должны этого хотеть. И если мы этого захотим, конечно, она вернется в Богу. Она есть. Она есть, она существует. Юридически этот факт существует. Тут вопрос, мы согласны этот факт поддерживать или нет? Или мы отказываемся от этого и говорим, ну хорошо, мы часть России. Или какого-нибудь исламистского гетто, которое нам приготовили. Это будет Дагестан, Ингушетия, оккупированная Ичкерия, где там создадут такое исламское гетто, исламистское гетто, которое будет заниматься, не знаю, нападением на Азербайджан, на Армению, на Грузию, на американские там войска, если они там будут. А вообще уже как бы неотвратимо начинается война против Ирана. Уже как бы этот сценарий уже расписан, и уже как бы мне так кажется, все уже приняли этот сценарий, и ведется война там, как бы говоря, там Россия, Россия, а на самом деле война идет против, скорее всего, я утверждать не могу ничего, конечно же, я не знаю, будет против Ирана. И весь этот Ближний Восток, а Иран это персы, это шииты, это древняя цивилизация, это очень религиозно верующие люди, и они будут драться. Но там могут сделать сценарий, как в Сирии, говорят, хотят сделать. Ну, по крайней мере, так обсуждают. Стравить, чтобы друг друга
шииты с суннитами, сунниты с суннитами, шииты с шиитами. И вот этот бардак, он и плавно переплывет на Кавказ. И там тоже начнется вот это вся уничтожение, убийство и так далее. Но я против того, чтобы нас, чеченцев, туда втягивали. Мы, чеченцы, ни американцам, никому либо плохого не делали. Мы даже России ничего плохого не делали, пока она нас не убивала. Поэтому и у нас есть свое законное право, международное право. Но международного права уже не существует. Понимаете, уже прямо говорят, международного права нет. Представьте себе, раньше, когда в этом говорили чеченцы, некоторые, которые разочаровались во всем мире, у меня возникал такой протест, такой искренний протест. Я возмущался, как это нет международного права, как нет? Кроме международного права ничего больше нет в этой системе управления государствами. Есть как нету. А теперь уже прямо люди утверждают, что международного права нет. Понимаете? Это очень большая проблема. Мы на пороге большой катастрофы. Большущей катастрофы. Понимаете? И это может таким очень-очень таким далеко идущие последствия. На 10 лет это может затянуться, на 20 лет это может затянуться. А есть ли Ичкерия или нет, Ичкерия мы должны решить, чеченцы. За нас ни американцы, ни немцы, ни кто-либо другой не может это решить. Мы должны признавать Ичкерию. А кто, где вы все? Вот вы где? Я имею в виду не тех, кто в душе поддерживает, но молчит пока. А те, кто там строит какие-то халифаты, идет спасает там Сирию, потом идет спасает арабов сектора Газа и так далее, которые наплевали на нас, вместо того, чтобы говорить за свое, говорят. Причем каждый, кто это говорит, такой ярый защитник там, халифатов, там, разных там, шариатов, у него связь всегда с российскими спецслужбами. У него родственник там среди этих там российских вот этих чеченоговорящих. И он с ними контактит, он домой ездит, приезжает, и он весь такой. А вот за свою Ичкерию он ничего не говорит. Это опасно. Понимаете? Это опасно. Вот такая вот интересная ситуация разворачивается. Давайте дальше почитаю ваши комментарии, друзья. Просто нужно было это сказать, вы должны это знать. Ситуация очень интересная, очень интересная. Так, валейк салам, Шамиль. Так, друзья, я перемотаю. Валейк салам, Сабир. В этом мире мировой заговор. Они хотят передать управление над народом и управлять и будут те, кто за кулиси. Многие в этом убеждены. В Албании уже провели тест передать управление ИИ. Старклайд, приветствую, Старклайд, привет. Ну, Хас Гистин, я не знаю, о чем ты говоришь, ну, точнее, да, там электронное правительство, все будет. Но в любом случае искусственный интеллект не может принимать решения за людей. Понимаешь? Люди, если это демократия, избранный депутат, он должен представлять, писать законы,
именно под людей. Но как эти законы будут писаться, да, это можно делать при помощи искусственного интеллекта. На современные новейшие технологии, они на самом деле, ничего страшного в этом нет. Надо просто аккуратненько подходить к этому. Но если это будет искусственный интеллект, который не берет взятки, как некоторые чиновники, министры, мне кажется, ничего плохого в этом нет. Ничего плохого в этом нет. Посмотрим. Так. Денджел, USA Russian Channel. Салам алейкум, Аслан. Валейкум салам. Шалом. Шалом алейхим. Как можно с вами снять эфир? Хотел бы поговорить и про Израиль, и про Ичкерию. Денджел, ну, в любое время можно. Ну, давайте попробуем на этой неделе. Ну, сейчас уже не заканчивается. Давайте завтра у меня саяда будет. Мы можем завтра днем или послезавтра, воскресенье. У вас, наверное, в субботу шаббат. Давайте тогда, может быть, воскресенье или, может, понедельник попробуем. Халифатчикам, газоватчикам, шариатчикам все наравно на Ичкерии. Не заняты чем-то другим, только не Ичкерии. Да, это просто болтовня обычная, которая уводит, ну, знаешь, пропаганда. Вот эта пропаганда, она приятна, и они все говорят. Очень ведь тяжело плыть против течения, правильно? Очень тяжело плыть против течения. Легче всего плыть по течению, понимаете? И вот они плывут по течению. Очень удобно. Очень удобно. Иране нет сильно религиозно, там просто навязывают мракобесие. Ну, Старклайд, я так не согласен с тобой. Я с тобой не согласен. Есть там талибы против Ирана. Сирия может быть против Ирана. Я думаю, сейчас вот с этим Шарой общаются, именно там его подтягивают, ему уделяют время, потому что, скорее всего, конфликт может произойти именно между Сирией и Ираном. Чтобы такая долгосрочная, такая тяжелая, такая, короче, каша. Каша. Идет полный передел. Сейчас международное право перестает действовать, по времени они его отодвигают. Все причем начинают как бы игнорировать его. Доведется ситуация до Третьей мировой войны, глобальной, может быть, ядерной войны. А потом новый мировой порядок установится, новая архитектура безопасности будет сформирована. Ну, вроде бы так. Но, знаете, главное, чтобы не получилось так, что все выйдет из-под контроля и просто человечество перестанет существовать. Талибан нападет на Иран. Вполне можно, что и Талибан нападет. Вполне возможно. Русские помогать не будут Ирану, это точно. Путин не будет помогать. Он уже все сливает. Его задача нужно сохранить свою шкуру, у него задача.
Так. Есть email или как с вами связаться? Есть, Дэнджел, есть. Удобнее всего, если вы в Facebook напишите. Вы есть в Facebook, Дэнджел? Было бы очень удобно, если в Facebook вы написали. Аслан Арцуев у меня. Ну, только через Z. По-немецки это C. Есть и, ну, все есть. Я заметил в последнее время, как русские начали Дагестан второй Палестиной называть, особенно на фоне завоза палестинцев. Сами русские не меньше антисемиты, чем дагестанцы, везде против Израиля. Да, совершенно верно. Это уже давно идет этот проект, вот это то, что они строят эти мечети, понастроили там. Я полагаю, что вот этот напряженный очаг противостояния, он нужен. И 20 лет они мечети там строят. Россия, что там мечети строят? Ничего там нет, кроме отдела, я их мечетями не могу называть. Мечеть это где люди молятся, там Богу поклоняются, как и церкви, как синагоги, как любые другие храмы. Это отделы ФСБ, где сидит ФСБшник и собирает информацию. Зачем туда вообще люди ходят, я не могу понять, зная, что там главный сидит КГБшник. Я сам, правда, ходил, но теперь осознал до конца, да, что это такая вот тема. И да, завозят, они раскручивают, говорят, и пока дагестанцы будут молчать, дагестанцы, ингуши, чеченцы, чеченцев вообще прав нету, даже свободы слова, это вообще близко даже нет. Пока дагестанцы молчат, и ингуши молчат, другие кавказцы молчат, и им завозят вот этих всех террорюк, и их родственников, их семейства, разных там всяких функционеров и так далее, то мы к катастрофе идем. Они 20 лет строят мечети, они к этому готовились. Вот не знаю, как это объяснить, но за 20 лет они эти мечети строят, чтобы из нас сделать вот этот исламистское гетто. Сейчас там красивые мечети, подсветки там туда-сюда. А потом совсем по-другому это будет. Голову отрубать будут, на весь мир будут рассказывать, как они там шариат строят, там халифат строят и так далее. Такое гетто будет, такое клоунада будет для всего мира, чтобы вот смотрите, какие страшные они, не лезьте туда. И окончательное решение чеченского вопроса будет. Но только, не только чеченского, правда, дагестанцы будут под эту раздачу, как во Вторую русско-чеченскую войну попадали. Ингуши также будут, если кто-то думает, полностью будет ассимилирована эта часть. Планируется так. И главное у них это вот чеченцы там. Самые главные враги это чеченцы у них там. Самое главное. Это чтобы уйти от ответственности. За то, что мы не покоряемся. За то, что мы не сдаемся. За то, что мы хотим жить свободно. Богом данное нам право. Вот его нас хотят лишить. Но ничего не получится. Ничего. Мы столько империй видели от Чингисхана до фашистской Русни, сколько было. И те же персы приходили, и османы, и все, кто только хотел, пытался нас переделать, изменить. Нет, нас не переделать. Нас не переделать. Но мы были бы хорошими друзьями, хорошими, верными, надежными союзниками. По добру, по-человечески подойти. Но нету на этой вот, у фашистской России человечности. Нету у них вот подойти. Не могут они. Они только над или под могут. Вот такая вот фашня. К сожалению.
Сунцермаха SpaceX. Сунцермаха Üşagas Kshanyuachkela Yesumsho. Sundela Tsarhu Aiche Tsarhu Abercha Ais Erbechan Bol Yapaha Sun. Цирь был маха хасон. Вот и все, весь секрет он. Агаски тролль шу духаешь. Агаск шан юахкел умшут. Агаски ю матбюч, вай матбюч. Ну, цатиш, вай шаря хиллаш бу цатвеш. И что что? Дель. Делали Кадарское знание. Да, Старкла, 98 году. Да, вот то же самое они хотят сейчас повторить. Россия немножко отойдет в сторону, как бы. Вся агентура останется. Они сейчас, ну, сейчас должна быть какая-то мощная такая, должен быть мощный такой катализатор. Что-то должно произойти. Как 7 октября 2023 года в Израиле произошло. Так же, как 11 сентября 2001 года произошло. Как в Бостоне произошло, когда там Сирии должны были помочь, переключились. И опять вместе с русскими начали американцы там ИГИЛ там гонять там и так далее. Причем русские сами создавали этот ИГИЛ вместе с иракской партией Баас. И потом они вместе их гоняли, короче говоря. Ну, такая вот каша. Что-то должно произойти, что-то такое потрясающее, что потрясет наших всех сознание. Они к этому ведут. Посмотрим. Суламиф, ничто не вечно под луной, одно радует, что все мы смертны. Ну, конечно, это радует, но, знаешь, ничто не вечно под луной, и все мы смертны, можно сказать человеку, который приговорен фактически к пожизненному лишению свободы или к смертной казни. Мы не приговорены, мы не должны сдаваться, мы должны бороться, мы должны четко разбираться и каждый вносить свою лепту. Всем удобно. Здесь, в Европе, в безопасности, у всех все хорошо, никто никого не дергает, свои быстренько проблемы решаешь, получаешь пособие, получаешь документы, живешь себе. А народ там, что над нами сделали, это как бы можно не вспоминать. Либо вспоминать, но говорит, ну что я могу сделать? Мы много можем сделать. Главное захотеть это сделать. Главное захотеть. И смириться нельзя. Путин предлагает Ирану расширить сотрудничество. Это Иран дистанцируется. Ну, потому что Иран уже заявил, представители Ирана заявили, что когда сейчас была 12-дневная так называемая война между Израилем, США и Ираном, что Россия предала Иран. Иранский генерал об этом прямо говорил, что России больше доверять нельзя. Времена меняются, нормальный мир будет. Нормальный мир и так с Израилем, на самом деле. Готовится ввести во все мире электронные деньги. Ну да, может быть. Ну не может быть, да, они же уже есть электронные деньги. Не говоря уже то, что наши карточки, это же и так электронные деньги. А еще и мы знаем, что биткоины, это тоже есть. Так, Аслан, почему они, Дагестан с Палестиной, не просто так они говорят? И там такие же дикари ходят по факту, арабы, русские братья, и по духу, и по менталитету. Но я не целые народы дикарями, не буду это делать. Но я скажу, что дагестанцы очень верны России. Некоторые тоже за всех говорить мы не можем. Да, это есть такое. Как и арабы Палестины, совершенно верно.
Арабов специально, палестинцев специально завезли, да? Они специально завозят палестинцев в Дагестан, а там их чуть ли не на как мучеников встречают. 50 беженцев приняли и начали понтоваться, как будто великий подвиг совершили. Ну, причем, да, я видел, это все раструбили они, но, знаете, это же непростые беженцы. Там непростые беженцы. Вы обратили внимание, что не всех нам показали, там, если привезли на автобусах, там нужно было показать такой кортеж из машин, сигналы, сигналят и так далее. Да, это они себе завозят мину, хотя мина там и так есть, это ФСБ, это зло, которое там есть. И накручивание, знаете, антисемитского вот этого движения против евреев в Дагестане, это тоже выдумка. Да, есть антисемитизм, мы видим это, пишут об этом, говорят, но нельзя сказать, что он есть какой-то естественный. В Дагестане всегда жили евреи. И последнее время, да, у них есть Израиль, они многие уезжают туда, но в Дербенте есть синагога. И если вы помните, такой случай, который потом замяли, как с взрывом в Центральном детском магазине 24 августа 2025 года, когда Алексей Титов, ФСБшник, подорвался при закладке самодельного взрывного устройства, чтобы убить русских детей, москвичей убить собрался ФСБшник. Точно так же 2-3 человека совершили нападение в Махачкале на ментов, а 2 или 3 брата, один кузен и 2 брата, пошли сжечь синагогу. Понимаете? И там, когда пытались поджечь эту синагогу, подожгли ее, уходили, нарвались на наряд милиции и были уничтожены. И так мы узнали, что это представители Единой России. Их папа большой чиновник там. И это все делается и делалось неоднократно таким вот образом. И нужно было представить, что евреи, потом начали искать евреев там по каким-то гостиницам, потом в аэропорт зашли и так далее. Это все было инспирировано, полезных идиотов накручивают и потом запускают. Это все делает российская спецслужба, Россия это делает. И очень странно, знаете, мне, когда 7 октября нападают, убивают 1200 евреев, но евреи перестали говорить о русских, о России, о ФСБ, о Путине. Вначале говорили, вначале был гнев, но, видимо, что-то произошло, и сейчас эта тема как бы не обсуждается. Сейчас виноваты дагестанцы, мусульмане, чеченцы, кто угодно, беженцы, мигранты, но только не русские. Ну как это так? Не могут евреи так себя вести. Убили людей. Все, это зафиксированный факт. Это если... Ну как это? Мы же знаем, кто это делал. Кто этих Хамас финансировал все эти десятилетия. Кто им помогал. Там ЧВК Вагнер была, русская речь была, там ГРУ, то есть никакой ЧВК Вагнер. Это российские военные принимали участие в геноциде 7 октября 2023 года. Также были, а потом русские, кстати говоря, скажут, на нас тоже нападают, мы тоже боремся против исламских террористов. Это же уже было уже, много раз они это повторяли. И вот в итоге получилось то, что получилось. Что это было? На день рождения Путина, для отвлечения внимания от Украины, от позорного своего проигрыша, на российских спецслужб. Все эти вывозят этих, кто начал вот эту резню, да, непосредственно исполнители, может кто-то погиб, но в основном вот эти главарей всех вывезли с территории сектора Газа. Все, просто свой народ, вот этот арабов Палестины, бросили в огонь и вывезли свою работу, выполнили свою функцию. Но евреи-то это должны понимать, вы же не можете это отрицать. Никто это не может отрицать. У меня на канал написали, я с евреями общался, они все мне говорят, да, там Россия, это все понятно, мы этого не простим, не забудем. Ну и поэтому, что здесь отрицать? Сейчас об этом вообще мертво. Сейчас виноваты мусульмане,
Да, я понимаю, мусульмане достали евреев, на границе живут. Но это кузены ваши. 1000 лет там жили. И эти, и те. Вообще, так, к слову сказать. А, ну, что теперь? Все мусульмане виноваты. Я не виноват. Мой народ не виноват в этом. Я предупреждал за полгода. Я потом уговаривал, призывал всех мусульман не делать ничего подобного. Понимаете, чтобы никаких здесь не было. Постоянно призывал, постоянно молодежь упрашивал. Только не поддайтесь на провокацию. Мне в этом мало кто помогал. Вообще никто не помогал, скажем так. Вообще, чтобы какая-то поддержка, чтобы вывести то, что я говорю, на какие-то там ресурсы. Вообще ноль. И это не 7 октября я говорил о том, что на Израиль нападут. Да? Не до 7 октября. За полгода уже я понимал, что что-то они накручивают. Российские блогеры, вот эти российские агенты здесь, они начали эту тему раскручивать. Я уже говорю, я не знал, конечно, где что ударят, но то, что сейчас вот что уже нагнетается, запускается, это было очевидно. Я об этом говорил. До этого еще год-два до этого, до 23 года, до широкомасштабного, лет 5 назад, когда месяц Рамадан нанесли ракетой удар вот этой неуправляемой там болванкой и убили женщину пожилую, одну или две женщины тогда убили. Я об этом писал, и на меня такой хейт пошел, такая мощная атака была. И за все это время ни один еврейский ресурс, ни один канал еврейский не пригласил меня, не поговорил со мной, не попросил, не пытался, один после, где с Гарри Табахом общался, вот один еврей со мной связывался, YouTube канал связывался, мы общались. И ну вот на этом закончилось. Не было такой обратной. Я ничего не прошу, мне ничего не нужно. Просто сам факт, он показателен. Ты делаешь 10 шагов вперед, и ни одного шага ты не видишь, что вот хотят твою позицию донести до людей. Такое впечатление, что это только мне нужно. А евреям это как будто и не нужно, получается. Вот так это выглядело. А сейчас какой-то исламофоб, там один фашист, который долгие годы, ну долгие, там, может не годы, несколько лет, врал, что он какой-то ичкерийц, что он за ичкерийцев, начал просто хаять ислам, его куски вырезают, там, его там везде еврейские там каналы распространяют. Ну не везде, там пророссийские, это я не доверяю, очень много, вот есть мутных таких пророссийских евреев или как бы евреев, не знаю, кто они есть. Поэтому вот эти вещи очень интересно наблюдать, и как бы хотелось бы понимание иметь, как что происходит. Мне это, ну, если это не нужно евреям, мне это тоже не нужно. Мне нужно, чтобы там чеченцы не вмешивались никуда. Но и я, как правозащитник, я не могу не реагировать, когда убивают 1200 человек. И все, кто это одобряет, я их называю фашистами. Всех до единого. Любой человек, который одобрял это фашист самый настоящий. И мне пришлось, и так хейт идет, мощная атака на меня идет, что я там продался американцам, там я там враг, там еще что-то против мусульман и так далее, и так далее. Но моя задача собрать чеченцев и как-то им помочь. Объяснить им, смотрите, ребята. И самые ущемленные в правах на сегодняшний день это чеченцы. И несмотря на это, я видел, какой хейт идет. Я для себя решил, что если евреи правы, то как бы там пропаганда мой народ. Я должен был немножко аккуратно подходить, немножко даже сказать, смягчать какие-то вещи, чтобы чеченцы не воспринимали меня как врага. Потому что ты смотри, ты вроде там заступался за чеченцев, а сейчас ты там... Ну вот эта пропаганда же идет мощно. Я правильно, пускай все даже против будут. Если они правы, я буду говорить так, как есть. А пусть Бог рассудит. И занял однозначную позицию. Ну вот, а сейчас я вижу, что люди, которые там меня поддерживали, там что-то мне говорили, на всех мусульман гонят теперь. Так весь мой народ мусульмане. Теперь весь мой народ виноват. Но это мы уже проходили. Русские нас уже
Кем только не объявляли, кем только нас не называли. Как это так? Ну, такая вот интересная вещь. И мне странно, что евреи перестали вообще Россию упоминать. Вообще просто ее не существует. Да, она сейчас, наверное, там с Ираном помогает, где-то сдает Путин туда-сюда. Но есть ведь простые граждане, простые евреи, как я, независимые, свободные, которые должны понимать, кто совершил этот геноцид. Это русские, знаете, в юриспруденции есть, вот, в уголовной практике есть 4 субъекта преступления. Это исполнитель, заказчик, подстрекатель и пособник. Так вот, пособник, подстрекатель — это самое легкое дается наказание, пособнику чуть побольше наказание идет, а исполнитель и заказчик идут один в один. Даже иногда исполнитель считается даже чуть ниже, чем заказчик. Так вот, заказчиком была Россия. Почему евреи не говорят о России, о ФСБ, о Путине? Почему перестали об этом говорить? Невероятно просто. Я не могу это объяснить. Почему так происходит? Очень странно. Но я, например, не могу сказать, что я отслеживал ситуацию в Дагестане. Я знаю, что мы, чеченцы, никогда не были антисемитами. Мы никогда не были. У нас одна песня была «Будет наш Иерусалим», там еще чего-то и так далее, написанная Тимуром Муцураевым, и то, наверное, не написано, ему написано, и он ее исполнил. Сейчас этот Тимур Муцураев живет спокойно в России, его никто не преследует, он поднимал чеченскую молодежь на войну и так далее. И эта песня, как и у него другие есть хорошие песни, интересные песни, мы слушали. И никому в голову не приходило, не про Иерусалим. Это пропаганда была. Российская пропаганда была. Так вот, если нас подвергли этой пропаганде, мы это осознали и говорим, это была пропаганда. Мы ни при чем. Мы тем более евреям ничего не делали. Никогда за всю историю нашего народа мы никогда не устраивали погромы, репрессии евреям. Никогда. С русскими были стычки, с казаками были стычки. А с евреями, ни с армянами у нас не было конфликтов. Хотя армяне целиком и полностью душой за Россию были всегда. Сейчас, правда, они поменялись, но тогда были всегда они за них. Никаких вопросов не было, никаких проблем не было у нас с этими людьми. Но нас представляют, несмотря на то, что проблемы, вместо того, чтобы нам помочь вытащить, хотя мне помогают, имеется в виду не деньгами, никто мне не финансирует, чтобы тоже не было. Просто советом, поддержкой, там, словом позвонят, там, напишут, поговорят. Евреи имеется в виду, мои друзья, мои знакомые. Но так, чтобы там начать массово там прояснять, помогать, там, создать какой-нибудь информационный центр, там, подключиться евреям, там, вести со мной вместе блоги политические, кто разбирается в этой теме. Вот эту тему, чтобы разъяснять чеченцам. Чеченцам много не нужно, там 2-3 ласковых слова. Русские, видите, как вы заметили, там они некоторые там чеченцы там в армии крутые были, 2-3 слова скажешь, и все. Он, даже если он участвовал в геноциде чеченцев, чеченцы уже как бы это забывают. Он Максим Шевченко умеет там похвалить чеченцев. Это самый матерый враг чеченцев. Матерейший просто враг. Но он несколько таких слов скажет, чеченцы идут сквозь года, время, там, туда-сюда. Пустые слова, ни о чем. И потом чеченцы вырезают это. Ну, не чеченцы, в основном даже, ну, и чеченцы тоже, наверное, но в основном свои же ГБшники вырезают и распространяют это. Поэтому странно, конечно. Знаете, как-то я об этом уже писал неоднократно, было такое выражение. Киссинджер сказал, где-то в Вьетнаме была какая-то сторона, которая была на стороне Америки, представители Вьетнама, по-моему, это были, которых убили. Американцы не смогли их защитить. И Киссинджер сказал, быть врагом Америки опасно,
а быть другом Америки фатально, смертельно. И русские эту фразу, а он имел в виду, что если мы будем так продолжать, что вот мы наших друзей не можем защитить, их уничтожают, то у нас воспринимать будут, ну это репутационный удар будет, нас будут воспринимать, что быть врагом плохо, да, неприятно, опасно, но быть другом это смертельно. Все, ты друг, тебя уничтожают. И он предлагал исправить эту ситуацию. Но он это сказал, эту фразу, вот так он это обозначил. И русские сейчас, русские спецслужбы, или не знаю, кто там они вырезают эти куски, вот эти фразы, и везде они, я уже ловлю себя вот на этой мысли, и я полагаю, мне в том числе это адресуется. Понимаете? Адресуется, что не лезь. Точно так же произошло в бостонский теракт, который произошел. Руслан Царни, дядя Тамерлана Царнаева, террориста, который взорвал этот бостонский марафон, был женат на американке, на дочери офицера или сотрудника ЦРУ, высокопоставленного замдиректора ЦРУ, по-моему, если не ошибаюсь. И вот его, это вся инсценировка российских спецслужб, и полностью репутация, доверие и к этому офицеру ЦРУ, и к самому Руслану Царни, дяде Тамерлана Царнаева, ну, подорвана, можно сказать. Вот такая вот очень сложная, большая тема это все. Вот так как-то. Правильно пишет Чарли, и нормально относятся люди к мусульманам, которые хотят мира и мирно жить. Марк, я согласен, что евреев достали, израильтян достали вот эти все вот религиозные, вот эти, особенно последние поколения. Но 35 лет назад, до развала Советского Союза, вот эти все ваши соседи, которые вам постоянно грозили смертью, убийствами и совершали эти преступления, теракты, они были большевиками, марксистами, ленинцами они были. И ваше старшее поколение, которым 60 лет, там, 50 лет, они должны же это все прекрасно помнить. Потом просто они перекрасились. Просто такая формула. Дело не в исламе. Дело не в исламе. Дело не в мусульманах. Просто нужен повод для конфликта. И войну против Израиля давно бы закрыли бы вот на самом верху, который находится государство, великие державы. Это просто не закрывался этот вопрос почему-то. Можно было его давно закрыть. Давным-давно его можно было закрыть. Но его не закрывали. По какой-то причине. Кому-то это было нужно. Кому-то это было нужно. Они признали Палестину, чтобы снабжать палестинцев против Израиля. Нет, ну может быть и так, да, это тоже, да, они вывозят там разных родственников, там завозят им оружие, продукты, если оружие не могут, то продукты. И они готовятся на Кавказе начать эту провокацию. И вот эти, кого они вывозят, это вербовщики, координаторы, это большая сеть, десятилетиями против Израиля и США отрабатывалась эта система. И сейчас они ее перевозят на Кавказ, а на Кавказ как раз пришли американцы. И вот противостоять американцам им нужны, вот мы там нужны. Мясо, пехота, которые будут нас использовать. Понимаете? Просто вот такое вот зло, которое они нам готовят. К большому сожалению.
Сперва СССР 55-95 помогал палестинским террористам, а потом, после 91 Россия стала продолжать традицию. Конечно, Россия не может, она слишком много вложила, как США вложила в Израиль, так же Россия вложила вот в этих своих террористов. Это большой, мощный проект. От него отказаться, это печально, да. Никто не хочет от этого отказываться. Это хороший инструмент влияния на мировую политику там, и так далее. И вот у нас на Кавказе собираются, сперва это может быть сейчас Иран, оттуда начнется Сирия, снова там начнет там религиозное, сейчас увидите, нападения, там взрывы, теракты, там где-нибудь в Америке теракт может быть, какой-нибудь мощный, в Европе может быть произойдет теракт. И потом вот будут всех отсюда, знаете, такое впечатление, что идет такая мощная подготовка к Третьей мировой войне, либо, я не знаю, просто уничтожению мусульман под видом того, что сейчас беженцев отсюда будут выдавливать, всех, кто приехал, всех мусульман, под разными предлогами. И это будет, ну, очень... А здесь уже все это время, вот все это время здесь, в Европе, действовали вот эти разные религиозные ячейки, группы, которые 99% связаны с Россией. И ничего против них не могли, уже достали, реально, немцев достали вот эти разные группировки. Ну, простые люди вообще не имеют к этому отношения. Все, кто работает, интегрировались, живут там, женились там, детей растят, учатся. И вот и все. А вот российские спецслужбы нагнетали, ну, как евреев достали, десятки лет, их же двоюродные братья. Вот здесь доставали этих. И отец скажет, надо их всех выселять. И на этой волне нацисты или же полунацисты могут в разных государствах Европы прийти к власти. И будут мощные какие-то террористические акты. И потом всех нужно выдворять. И такое противостояние. Всех нужно там воевать, уничтожать. Не дай бог, конечно, но вот такой вот сценарий просматривается. И самое главное, Россия остается... Россия, как христианская страна, правда, она Америку сатанистской называла, хотя сама является сатанистской, она под видом христианства будет предлагать услуги, как она раньше предлагала услуги там в Ираке, в Сирии, там везде. Считайтесь со мной, я вам информацию. Сама создает этих террористов, потом сама же их арестовывает, задерживает и так далее. Вот такая вот работа велась. И, ну, у меня, короче, несмотря на то, что я оптимист, очень плохие. Конечно, не все это может удастся, не все можно реализовать. Здесь есть здоровые силы, адекватные люди, мои зрители адекватные. То, что я говорю, многие понимают. Не мусульмане меня смотрят. У меня отличные отношения с христианами, с немцами, с многими людьми, с украинцами. Посмотрим, что да как будет. Посмотрим. Но посмотрим, что будет. Вітання від ЗСУ. Вітаю, звичайно, вітаю. Слава ЗСУ. Так. Не знаю, как закрыть этот вопрос. Они хотят жить вместо евреев, а не с евреями.
Да, Марк, ты прав абсолютно. Да, это все имеет место. Их они накачивали вот эту ненависть, пропаганду и не давали два государства создаться. Тогда как приняли бы с первых дней, создали бы, и все, тогда бы зажили бы. Но не давали создать. Жить спокойно не давали. И сейчас я, на мой взгляд, альтернативы одному государству я не вижу. Два государства там не получится. У арабов 22 государства. Арабы, просто меня удивляет не то, что там арабы Палестины, сектора Газа себя так или так ведут. Меня удивляет, что Россия из контекста исчезла, которая все это начинала, Советский Союз с самого начала, все, она исчезла. А так, этот проект сектор Газа или палестинского государства, он не состоялся. И, в принципе, его и не хотели создавать. Ну, могли бы тогда создать, сделать два государства, нормально взаимоотношения установить, правильно всем объяснить, что русские объяснили бы своим друзьям-арабам, американцы, ну, в принципе, евреи ничего и не требовали, хотели себе просто жить и жить, хотели в безопасности жить. Поэтому альтернативы одному государству в Палестине там я не вижу. Ну, просто, да, там может автономия будет, там арабы живут, там 2 миллиона, сколько внутри Израиля живут, там тут останется еще, может быть, миллион. Никуда от них не деться, но под управлением одного государства. А то, что создать сейчас государство, это все чушь собачья, это уже никуда не канает. Но нужно понимать, опять же, не как бы одно дело объявить, а другое дело потом это все сделать. Там еще будут бои, хотя, конечно же, это все, я думаю, закончится. Просто когда ты говоришь, что должно быть одно государство, тебя объявляют врагом. О, тебе не жалко, ты правозащитник, ты не жалеешь там и так далее. А наоборот, говоря, что там должно быть какое-то там палестинское арабское государство, еще больше страданий у людей они это провоцируют. Потому что ну, невозможно уже. Там столько ненависти, столько уже сделано друг другу, что просто не будет там мирной жизни. Это как бы вопрос времени, что зачистить сектор Газа и так далее. Но опять же, и евреи должны, и американцы должны понимать. Сейчас ведь представляются, как говорится, Платон мне друг, но истина дороже. Представляют евреев во всем виноваты, этнические чистки там, и так далее. Но, скажем так, Америка должна немножко и на себя ответственность брать за это, а не все переваливать на евреев. Таким образом, фактически евреи делаются заложниками этого обстоятельства. И если имя вот это, что они геноцид делают, этнические чистки делают, а некоторые вещи юридически сейчас квалифицируют как этнические чистки, это потом останется в истории, и потом как бы евреи станут еще больше зависимы от Америки, и они будут, ну, как бы враги везде будут. А Бога избранный народ, он должен быть справедливым, любящим, и его окружать, и он любить, и его любить должны. И это, ну, такая не очень хорошая картина, если вы понимаете, о чем я. Потому что мы-то все умрем через 20, 30, 50 лет, 100 лет нас не будет, да, всех, кто сейчас смотрят и так далее. Появятся другие поколения людей, мир изменится, у Америки какие-то свои проблемы могут возникнуть через 100 лет, через 200 лет, и раньше могут возникнуть, что угодно может случиться. Поэтому как-то я бы не хотел, конечно, ни в коем случае винить Америку, но и все на Израиль тоже толкать я тоже не хочу. Потому что я вижу, что Израиль выжить хочет. У Израиля нет другого государства, нет другой земли.
И их хотят уничтожить не на словах, а реально уничтожали и сжигали в печах. Правда, это были не арабы, но все равно и Газа, которые сейчас воюют, не все арабы, конечно же, они бы с удовольствием, скажем так, повторили бы тот опыт с газовыми камерами. И это евреи понимают. И другого выбора нет. Как существовать? Никак. Я не вижу выхода. А сейчас признавать Палестину, сектор Газа, палестинское арабское государство, ну, мне кажется, это продлевание страданий и арабов, и евреев, чтобы вопрос не закрыть. И одновременно с этим такое кощунственное лицемерие. Так где же вы были эти десятилетия? Где вы были? Почему вы не выходили на митинг, не говорили, вот, давайте помирим их, все, и Америку призвать, и СССР призвать. Не было этого. Ни Испания этого не делала, ни Ирландия это не делала, ни многие другие здесь, которые выходят. А сейчас это не арабы, не мусульмане, не беженцы в основном здесь выходят в Европе. Понимаете? Это не арабы, не эти. Да, есть и арабы, есть и другие есть, но в основном это местные. И тут закрадывается мнение тогда, вам нравится, что это продолжается, чтобы эта кровь текла, убивают. Быстрее закончить. Да, просто нельзя решить этот вопрос по-другому. Нужно быстренько решить вопрос, у кого вывести. Пусть русские и арабы платят, иранцы платят, создают им какие-нибудь там оазисы, вывозят там всех этих Хамас, Мамас, там разоружают, не финансируют, помогают. Латинская Америка призывает объединиться, встать всем мусульманским странам. Какое твое дело, Латинская Америка, туда лезть, к мусульманским странам? А вот ненависть к Америке, ненависть к Израилю. Здесь, в Европе, антисемитизм, он есть, он никуда не делся и не денется. И мы сейчас это все увидели. Понимаете? И исламофобия здесь есть, и антисемитизм есть, и нацизм есть. Я не Германию имею в виду, а вообще я имею в виду ту же, например, взять Испанию. Германия это переболела, мне кажется. Мне кажется, из немцев сейчас сделать каких-то нацистов, фашистов, это самое трудное дело будет. Хотя, наверное, можно из кого угодно сделать. Поэтому такая вот сложная ситуация, одновременно и простая, и одновременно сложная. Понимаете? Не знаю, как это все. Спасибо, Игорь. Как это все решить, как это сделать. Вот такая вот история, друзья. Вот такая вот печальная история. В Латинской Америке сильна фашистская идеология, это левые. Ну, опять же, левые сейчас говорят, сейчас будут левых преследовать. Да нет, это в культуре людей. В культуре. Почему многие чеченцы, которые против путинского режима и пропаганды, все равно поддерживают Палестину, осуждают Израиль за самозащиту, если вы говорите, что все эти террористы это проект России? Но, но вы считаете, Дэнджел, давайте так, я за всех чеченцев отвечать не могу. Как когда я сказал одному еврею, я говорю, ну смотри, такой матерый такой, исламофоб там один. Он говорит, ну я не могу за всех евреев ответить, он мне говорит. Поэтому я тоже буду вам так отвечать, хорошо? Без обид только. А я за всех отвечать не могу. Я много раз отвечал за всех, пытался доказывать и свою позицию неоднократно, развернуто, подробно рассказывал. И пытался быть абсолютно справедливым. Не быть за евреев, потому что они правы там, или а потому что по справедливости разрешить. Или там потому что эти мусульмане, эти там против России, например, евреи, враги России на самом деле. И махровый такой антисемитизм он есть. Но на России.
Но если в целом так говорить, то исходим из того, что Израиль, м, он сильнее, и он побеждает. И свойство у человека заступаться за слабого. Вторая причина, их много, много причин. Вторая причина то, что ну, мощнейшая пропаганда, это одна из самых главных причин. Мощнейшая пропаганда. И вы ничего не делаете с этим. Вот, евреи, вы ничего с этим не делаете. Я давно об этом говорю, уже лет 5, как я стал вот публично говорить, я говорил, писал, говорил о том, что ведется мощнейшая на русском языке пропаганда против евреев, против Израиля. И практически никто ничего не делает. Как будто это, как будто это нужно вам самим. И, как бы нелогично, да, не должно быть нужно. Затем есть такая вещь, как страх. На еврея можно сказать, а вот на русского ты скажешь, у тебя дома родственников похитят. Понимаешь? И нам Россия, русская пропаганда, рассказывает, что не русские бомбили нас, а евреи нас бомбили. Понимаете? Открыто, прямо рассказывают, что вот там они это все начали, они там евреи делают и так далее. Хотя я с этим борюсь, я это опровергаю и так далее. В-третьих или в-четвертых уже, да, получается, все, кого ты тут видишь, Дэниел, 99% это троллятина. Троллятина. Либо малолетки, которые подхватывают. Понимаешь? И на моих стримах ты это тоже можешь увидеть. Я когда вывесил здесь израильский флаг сзади, они просто с цепи сорвались. Им нужно было просто убрать этот флаг. Там такая шла. Поток просто. Даже ничего читать невозможно было. Напустили они на меня всех вот этих своих. И вот это все складывается. Плюс, да, исламская, мусульманская солидарность. Это тоже факт присутствует. Но, знаешь, нормальные чеченцы очень хорошо помнят, как хамасовцы сказали, что мы внутреннее дело России. Приехали с Путиным, десна целовались. Мы все это прекрасно помним. И когда 7 октября произошло, я именно к этой аргументации прибег. И никто, мы же должны не смотреть на слова, которые здесь пишут. Мы, чеченцы, нам воевать вообще без проблем. Нам, чем юридически что-то доказывать, проще пойти повоевать, если мы верим в то, что мы делаем. И то же самое в Сирию поехали, против России воевать, потому что там Россия поддерживала Башара Асада. И в Украину поехали, и куда только не ездили. Так вот, ни один чеченец не поехал воевать против Израиля. Ни один. Просто все услышали, все поняли и так далее. Ни один. Хотя видео снимали там некоторые провокаторы, может, просто обманутые пропагандой, полезные товарищи, так сказать. Но никто не поехал. Ни одного. Я боялся, что поедет, кто-то будет, хотя бы один. Понимаете? Ни одного не было. Ни одного. И это о многом говорит. О многом. Здесь у нас в Германии, например, 18-летний, то есть ребенок, человек, который только еще не сформировался, 18 лет. Причем идет постоянная пропаганда вот этим. Я об этом почему говорил. Демократы, чеченцы, не нужны никому. Всему вот этому российскому бомонду и вот этим разным пропагандистам нужны исламисты чеченцы. Демократы вот нас полностью откровенно, демонстративно игнорируют. Что бы с нами ни произошло, родственников нас похищают, там, террористами нас обзывают, там, иноагентами обзывают. Вообще никакие службы нигде, где-то строчка пробежит, там, Аслан Нарцуев, там, занесен в список экстремистов-террористов. Все, и никто не спрашивает. Ни интервью не берут. Что, вы же ничего не делаете, никто такого нет. Так вот, когда этот 18-летний пацан здесь, в Бранденбурге, где больше всего собралось вот этих исламистских разных элементов, которые
курируются, управляются российскими спецслужбами, руководство 99%. Я могу поклясться чем угодно, как угодно. Я быстро выяснил, что за этим 18-летним пацаном стоят российские спецслужбы. И вывесил флаг израильский. Сразу же, чтобы поддержать евреев, поддержать и показать, что мы, чеченцы, не поддерживаем. Такой хейт на меня, такая атака, такая агрессия. И что я там враг мусульман, там третье, десятое и так далее. Причем абсолютно понятно, что российские спецслужбы это все организовали. Два, которые с ним были, его подкинули. Он должен был там что-то сделать. И сбежали сами. А этот как торпеда шел. Понимаете? И вот эта вся работа, которая ведется, ей никто никак не препятствует. Мало кто препятствует. И вы видите только то, что вот, смотрите, чеченцы, вот ты снял тогда видео какое-то, и тебе там начинают писать, ты там, еврей там, что это десятое. Так мне то же самое они пишут. И они все выставляют флаги. Я здесь, да, просто это хорошо, что я это делал. Кто хочет, тот может легко проверить. Хорошо, что я эти 6-7 лет занимаюсь тем, чем я занимаюсь. Хотя это, я вам скажу, не так-то просто. Разобраться просто в этом во всем не так-то просто. Когда был геноцид Сирии, я призывал чеченцев выходить на митинг в поддержку сирийцев. Редко кто выходил. Когда убили чеченского парня, грузинского гражданства, Хагашвили Зелимхана, я был на суде, все комментировал и звал, но он же вот с бородой, он там воевал там против России, рядом с Масхадовым фотографию. Я абсолютно не знал этого человека. Я кто он, откуда, вообще не имею ни малейшего. Я знаю, что его русские убили. ФСБ убила, Россия, Путин его убил. Все, что мне все было известно. И вот несмотря вот на это, никто не вышел. Вот кого я звал, никто не вышел. Никто не поддерживал, ни сирийцев, да, братья мусульмане. Потом в Мьянме был, буддисты там вырезали там людей. Тоже звал, митинг был всех. Никто не пришел. Но когда произошло 7 октября, а я начал снимать видео, говорит, ни категорически ничего не делайте, не идите, это провокация. Это арабы, это друзья русских. Те, кто никогда не поднимал ичкерийский флаг, вышли с ичкерийскими флагами на митинге Палестины. Вот на митинге вот этих арабов Палестины. Где их флаги там появляются. И разные агенты, у него ичкерийский флаг может быть, у него что угодно он может нести. Но я как человек, который независим, который все это время вот наблюдаю эту всю чеченскую поляну информационную, когда никого не было, когда я начинал, да, 1, 2, 3 там, по пальцам можно было перечислять. Сейчас много разных появилось. Это симулякры. Им платят, я это знаю, им платят. Это цеховики, которые там должны просто контент забивать эфир. Так вот, российским спецслужбам, агентам, вот этим цеховикам, ни монетизацию YouTube не убирает, никаких проблем. Вот смотрите, качество YouTube у меня какое. У меня хороший новый телефон. У меня постоянно жалобы, там, атаки, что только могут делают. Понимаете? И с еврейской стороны никакой поддержки я не вижу. Ну, вижу, мои знакомые меня подбадривают словами. Комментарии напишут. Огромное спасибо. Я имею в виду, ну если этот человек реально за нас там что-то он там говорит, помогает, давайте поддержим его там, например, восстановить, например, там монетизацию. YouTube ведь тоже еврейский, правильно? Но нету этого. Поэтому создается впечатление, что все чеченцы там, вот ты сказал хорошее слово про чеченцев, на тебя будет куча агрессии. Он хочет там это внедриться, он хочет там это сделать. Знаешь, и
у тебя отпадет желание, у тебя это отторжение вызовет. Это делается именно для этого, Дэниел. Понимаешь? Именно для этого, чтобы у тебя отторжение было, чтобы ты сказал, да чтобы я еще раз с этим связался, чтобы я еще слово ласковое, хорошее сказал про чеченцев. Вот мы с тобой снимем видео, ты не представляешь, сколько у тебя там хейта будет. Я-то их блокирую, и они ко мне особо, чтобы меня не раскручивать, мне даже комментарии не пишут. Мои сторонники не пишут, потому что небезопасно. Враги, может, там где-то гадость какой-нибудь залетный напишет, а так, чтобы вот они троллятину запускали, чтобы не раскручивать мой канал. Но когда у меня видео попадает в тренды и раскручиваются, тогда они все набегают и тоже начинают писать все эти гадости. Это все не так однозначно, друзья. Нам, чеченцам, по большому счету, да, просто посмотреть, как мы к вам относимся. Просто посмотрите, как мы жили с евреями, нашими горскими чеченскими евреями, грозненскими. Посмотрите. И все, были у нас там конфликты, преследовали мы их, мы устраивали им там погромы, убийства, еще что-нибудь. Никогда, никогда. Но сейчас выгодно сделать так, чтобы чеченцев представить плохими, потому что чеченцы должны быть вне закона. Если чеченцы будут иметь слово, их будут слышать, то у чеченцев очень много претензий к фашистской России. А Россия хочет окончательно решить чеченский вопрос, чтобы чеченцы перестали существовать. Как когда-то хотели решить окончательно еврейский вопрос, сейчас Россия, ФСБ окончательно пытается решить чеченский вопрос. И им не нужно, чтобы мы с вами какие-то контакты были. И было очень показательно, мои зрители не дадут соврать, когда я повесил здесь еврейский флаг, сколько было агрессии, сколько они писали, чтобы я его убрал. А мне удалось волну сбить, главное, что вот они нас хотят представить. Хотя везде там чеченца задержали, чеченец там на синагогу, а на посольство еврейское что-то там готовил. Уже прошла информация, это же в интернете останется. А это пацан, вообще оболваненный. Его подвели под это. Я уверен, я знаю, я факты приводил, я писал тексты и так далее на эту тему. Все это можно найти в открытых источниках. Поэтому нету здесь ичкерийцев, которые, ну, есть, вообще сказать нельзя, конечно же. Израиль очень жестко действует, и это нам тысячекратно увеличивая показывает. Это автоматически человек сразу берет, о нет, я это не буду поддерживать, скажет. Это тоже правда. Я не хочу быть там защитником чеченцев и там выгораживать во всем. Ни евреев, ни чеченцев. Хочу объективно попробовать объяснить. Поэтому вот когда ты видишь, такие есть, сякие есть, там, на религиозной волне есть. Хотя религия наша абсолютно не говорит, что наоборот. Бану Исраил, это еврейская, это Израиль, это еврейская земля. Моисей, самоупоминаемый пророк в Коране. Это мы считаем христиан, Иисуса, самым нашим любимыми нашими пророками. Мы их всех уважаем. Я не знаю, для чего вот эту ненависть между нами вы сделали. Мы 1000 лет, тысячелетия живем с последней религией. 1000 лет живем, взаимодействуем. Никаких, ну да, периоды были, когда каким-то правителям нужно было. Но мы же должны быть думающие, мы же должны разобраться и не давать себя обманывать. Как-то так. Как-то так. Как-то так. Мы уже больше 2 часов в эфире, друзья. Пророк Мухаммад, саллаллаху вассалам, был женат на иудейке. Да, наверное, да. Я не знаю точно, если честно. Кстати, горские евреи заселились изначально в Дагестан и Вавилонии. Из Вавилонии и оттуда распространились по всему Кавказу. Может быть, Кавказиан, Албания. Я знаю, что 500 или 600 лет евреи жили у нас на Кавказе.
ошибка евреев, что не поучаствовали против России за Ичкерию. Ну, на самом деле, вначале евреи нас поддержали. И они потребовали, Кнессет израильский потребовал остановить войну. Там не хватило одного или двух голосов у них там споры были. Там ведь пророссийских тоже очень много. Ну и как бы побаивались, видимо, Россию тоже, чтобы она там, у них не начала конфликт, который она 7 октября 23 года, значит, там много что есть. Поэтому чеченцы не поддерживают Хамас и арабов Палестины. Их поддерживают те, которые работают на России. Да, это их коллеги, конечно. Те же кадыровцы. Те же кадыровцы. Пропаганда слабая у Израиля. Враги Израиля мощная пропаганда. Да, Марк, я вот даже странно, да, все рассказывают, что евреи там контролируют все средства массовой информации, там все банки там и так далее. Фу. Это как тогда получается? Так значит, либо не контролируют, либо пропаганда очень мощная против идет. Это просто невероятно. Россия не признает Хамас террористической организацией, в отличие от США и ЕС. Ну, потому это их. Извините, если задел, я просто пытаюсь разобраться. Дэнджел, нет, ты не задел, на самом деле. Я просто пытаюсь быть объективным, ты помоложе меня, и поэтому я как бы пытаюсь тебе объективно рассказать. И причем, чтобы не быть на стороне евреев, я хочу. Я хочу объективно, потому что если я буду брать одну сторону, мне скажут, а чего ты же говоришь, ты же независимый, объективный там и так далее. Поэтому я хочу объяснить, и у меня тоже есть претензии и объяснения. Я просто много раз говорил, но на этот раз не стал говорить. Даже, например, отдел ФСБ под видом мечети, которую вы построили, назвали у себя в Израиле, назвали его Кадыровской мечетью. Вы думаете, мы, чеченцы, это не заметили? Это было очень неприятно, я вам скажу. На святой земле, которая для всех монотеических религий является святой, всегда была для нас ваша земля святой. И когда там строят мечеть, это такая печать, что вот вы должны подчиниться предателям. Мы никогда не подчинимся России, понимаете? Если сейчас чеченцы молчат, это не значит, что мы замолкли. И русские это знают. Поэтому они нам сейчас хотят Хамас сделать, сектор Газа, исламистское гетто там сделать, чтобы уничтожать. Пока последний чеченец не умрет, они не отстанут от нас. Понимаете? И вот это тоже очень заметно было. Хотя у нас претензии к Хамасам, исламские джихады и так далее. Нам врали, что они какие-то защитники мусульман. Нам вообще врали, что есть какая-то мусульманская умма. Понимаете? Нету никакой христианской уммы. Может, есть иудейская умма, да, общество, сообщество. Но христианского сообщества не существует. Есть разные христиане во всем мире, также мусульмане во всем мире есть. Буддисты есть во всем мире. Но что это какой-то единый организм, этого нет. Но нам врали, нам пропаганда врала, что весь мир, что вот мы сейчас будем, нам Америка не помогла, Запад от нас отвернулся, подло, вероломно отвернулся. От своих принципов, в первую очередь, Запад отвернулся. Когда мы демократически избранного президента Чеченской республики Ичкерия Джохара Дудаева убили из ракеты российской, когда в это время находился в России Билл Клинтон. Президента европейской, демократической, еще раз, страны, демократической страны, законно избранного, когда поддерживала нас
весь Запад, там, какие молодцы, имеют право там высказывать ноты протеста, какие-то переживания, «Голос Америки», Радио Свобода, BBC, Deutsche Welle, все говорили, какие борцы за свободу чеченцы, какой Дудаев молодец, и так далее, и так далее. И много реально было сторонников у Дудаева и в мире. И у Дудаева, Дудаев был не просто президент, он лидером нации был, лидером чеченского народа был. И его убили. И нам сказали, что это все они заодно, русская пропаганда, нам сказали, они все заодно. Они, видите, вот, и Америка ни слова не сказала. Мы не убивали, мы не причастны, мы сожалеем. Просто проигнорировала факт убийства европейского президента, лидера, избранного демократическим путем, все такое. И нам начали навязывать, это американцы вместе с русскими убили его. Да, вот так нам эта пропаганда навязывалась. И тогда нам начали говорить, есть какая-то мусульманская умма на земле, и что вот если мы будем к ним обращаться, они нам помогут. И наши некоторые лидеры по наивности своей, уже после гибели Джохара Дудаева, тот же Зелимхан Яндарбиев, который тоже был убит подло, вероломно, террористическим актом, начал искать на в арабском мире, там, мусульманском мире. Ему сказали, ты что, какая помощь? Ты что несешь? Нет никакой мусульманской. Есть либо арабских наций, арабы между собой на национальной почве там держатся. А никакой мусульманской лиги, была лига, Мунир звали, буквально сегодня с Аядом это обсуждал, Мунир звали это, Лига исламских государств, по-моему, она называлась. Он был пакистанец. И Аяд пришел ему, говорит, там, представитель Ичкерии, демократической, все такое. Он сказал, у нас здесь геноцид идет, народ уничтожают, помогите. Он сказал, знаете, у нас так много проблем, вот вы сперва освободитесь от России, и потом приходите, мы вас примем в нашу лигу. Нас убивают, мы заканчиваемся, просто физически мы заканчиваемся. Нет никакой мусульманской уммы, это все блеф, обман. Понимаете, для простачков, чтобы дурить, чтобы пользоваться, управлять. Понимаете? Нету никакой. Поэтому я отношусь к этому именно так. И больше я себя обманывать не дам. Вот этими всеми сказками, которые нам рассказывают. И почему у нас были претензии к этому Хамасу, исламскому джихаду и так далее. Они себя позиционировали как защитники мусульман, там, воины Аллаха, вот туда-сюда. И мы, простые чеченцы, которые это смотрели, а нас уничтожают. Все, мы заканчиваемся. Просто женщин, детей, все уничтожается. Он приезжает с Путиным, в десна целуется. Вот его избрали, он сразу приехал. Ну, хоть слово скажи, если про нас говорят там европейцы, евреи про нас. Поддержку слова говорят. Ты хоть слово скажи. Вот какая была. И когда я этот аргумент привожу чеченцев, после 7 октября, это сразу же отрезвляет любого чеченца. Потому что среди чеченцев, может, наивные есть, но откровенных лохов нет среди нас. Понимаете, когда ты видишь, что тебя вот так предали, ну, имеется в виду, пренебрежение такое, то ты думаешь, а почему я тогда должен? Ну, детей, женщин жалко. Кому не жалко? Мне жалко. Сегодня вот гибнущих там детей мне жалко. Может, каким-то евреям не жалко, но я думаю, и евреям многим жалко этих детей, женщин, невинных людей. Но вопрос у евреев стоит выжить или погибнуть. Поэтому вот такая вот ситуация, друзья. Я, конечно, могу еще с вами часами сидеть, вам все это рассказывать, друзья. Но завтра я вам предлагаю с Аядом и Диговым. У нас будет стрим, заходите. Какая ума, говорит, Чарли, сейчас я открою, елки-палки. Какая ума, говорит, Аслан, если арабы воевали против османского халифата. Да,
Ну, мы не знали, понимаешь, вообще у тебя нет дела. Вот сейчас, например, многим чеченцам, вот там евреи говорят, там вот на нас там антисемитизм, там туда-сюда. Есть антисемитизм. Я вот с многими поговорил с чеченцами, им вообще все равно. Один такой махровый антисемит есть, но это просто старый уже болван просто, дурак просто, самый настоящий. Он абсолютно бесполезный человек. Ни для своей семьи, ни для своего народа, ни для кого. И тем более евреям от него ни пользы, ни холода. Просто он антисемит. Просто это, я не смог с ним разговаривать. А остальные, в принципе, все говорят, мы на грани уничтожения. Нас волнуем мы. Понимаете? Вот у нормальных чеченцев реакция. Просто независимая, объективная реакция. Все болеют за Украину, чтобы победила Украина. Вот она реально борется с врагом. С врагом, кто нас уничтожает, танцы, ингуши, они против евреев, за вот этих арабов Палестины, всех туда завести, и потом начать вот эту тему, что мы вот продолжаем борьбу, там они не справились, и теперь на Кавказе мы продолжаем эту борьбу. Вот к чему они. Вот массированно вот это идет атака на евреев и так далее. Как-то так, друзья. Как-то так. Так, все будет, лайк, тиски, умный человек. Спасибо, Ока, спасибо. Конкуренция в конечном счете заставляет их работать на США. Она заставляет предлагать качественный продукт потребителю, а не чем пытаются кормить в России. Не понял? Наверное, предложение что? Сьюди Хулт Аслан, 3 или 4 года назад писал тебе тут про мечеть Абу-Гош. Это не Израиль как государство построил, а муниципальная деревня на деньги, которые Карай им дал. Сюрдик Хайоля, Евгений, шалом алейхим. Да, мы это обсуждали, я знаю, ты в прошлый раз это писал, но вот сейчас, как сейчас подробно не писал. И очень хорошо, что ты это говоришь, потому что я обещал вам это вас упрекать за это всегда. И ты сейчас выбиваешь мой козырь, который есть. Но и там начали распускать слухи, что в Абу-Гоше живут чеченцы, там черкесы живут, в основном чеченцев там нет. И, видимо, вот под этот шумок, опять же, хитростью, значит, получается, да? Хитростью, обманом, манипуляциями, что это евреи, а нам объясняют, что это евреи построили, нам это по-чеченски говорят, вот в Израиле имени Кадырова построили там мечеть, потом поехал в Саудовскую Аравию, привез какой-то конский хвост, и рассказывал, что это волосы пророка Мухаммада, и плакал, там, чашку брал и плакал. И вот это нам, вот все это преподносится, и мы-то потребители этой пропаганды. И мы ее получаем, получаем, получаем. Это все ФСБ делает. У Кадырова 3 класса образования, он это все не умеет делать. Ему это все объясняют, его ведут, там, подтягивают. И вот получается, да, опять же, хитрость. Да, вы тоже это сделали не потому, что там с большим уважением относились к тем, кто нас уничтожал, а это сделали потому, что вот провели хитрую какую-то операцию. Наверное, без помощи не обошлось внутри, об той же Абу-Гош. Ну, спасибо тебе за эту информацию, Женя. Муниципалитет получил разрешение на строительство, так как формально нет причины отказать. Они ведь не именем Гитлера ее называли. Но почти именем Гитлера для нас. В наше время мечети стали отделениями силовиков. Да, Чарли, это уже Чарли. Если бы не разрешили, то начали бы плач Ярославне про то, что евреи не дают строить мечеть. Да, Жень, ты прав. Что ущемляют мусульман там и так далее, и так далее. Да, ты прав. Тем более в Кнессете есть арабы, да, там очень ущемленные арабы имеют представительство в Кнессете. А в Российской Федерации, да, федерация целая, нету представителей народов, отдельно вот, представляющих народы в Государственной Думе России нет. А в таком плохом Израиле есть в Кнессете арабы, депутаты.
волосами пророка была задача выяснить, сколько тех, кто верит им среди чеченцев. Наверное, но это вообще какая-то туфта была такая полная, интересная. Так, друзья, я на этом свой стрим закончу. Сегодня почти 2,5 часа он у нас вышел. Спасибо, что смотрите и поддерживаете. Друзья, не дайте нас обмануть, не дайте нас стравить, друзья. И всех своих еврейских подписчиков, которые мне столько поддержки оказывали. Ну, опять надо это все уточнять, чтобы не обвинили, что поддержку, моральную поддержку, комментарии писали тот же Евгений, тот же Дима, тот же Эд. Ну, много-много, я всех сейчас даже не вспомню. Пожалуйста, друзья, не дайте нас стравить, не дайте, мы ж столько, как говорится, пуда соли уже вместе съели. Не дайте нас стравить, не дайте сделать так, чтобы наш бедный чеченский многострадальный народ снова оказался крайним и снова нас били. Да? Нам нужна будет ваша помощь, друзья. На этом я свой стрим заканчиваю. Так, подождите, Милению возьмем. Сейчас еще, подождите, здесь написали, я должен прочитать, потому что это мой козырь был. Меня Евгений, как адвокат, выбивает его у меня из рук. Те несколько семей в Абу-Гош, которых КРА решил записать чеченцы, такие же чеченцы, как и китайцы. Не может быть, что ничего не осталось, ни языка, ни имен, даже хингалш не знают приготовить. Да, Евгений, и самое главное, Жень, мы знаем, кто где находится. Понимаете? Если бы наши люди были бы в Израиле, мы бы это знали бы 100%. Мы знаем, что там есть черкесы. И когда они начали говорить, там появились, что-то тут нечисто, в голове возникла такая мысль. Они, видимо, готовили мечеть, и вот таким образом они, ФСБ, закрепляло в нашем сознании, что евреи за Кадырова, что они вот, ну, вроде Дудаева поддерживали, а евреи же нас поддерживали. У нас жили сколько евреев, были отношения, перед войной многие уехали, но факт, поддерживались отношения. И потом было неприятно, я тебе честно скажу. А потом начали вот эту мечеть там обсуждать, что там в Саудовской Аравии его арабы, мусульмане поддерживают, евреи поддерживают на Святой Земле. Ну, короче, получается, со всех сторон мы, короче, плохие, а Кадыров хороший, короче. Это очень было, психологически это было очень, да. Так, мечеть в Абу-Гош действительно построил Кадыров. Я живу в Израиле 25 лет и могу это подтвердить. Да, я знаю, ну не Кадыров это построил, это ФСБ построила. Просто Кадыров, имени Кадырова, и как бы таким образом они популяризировали Кадырова. То есть не столько даже его популяризировали, сколько они нас морально ломали. Потому что ваше мнение для многих чеченцев было очень важно. И если еврей говорит, что вот чеченцы нормальные парни, это для нас хорошо. Если вы говорите, что Кадыров нормальный парень, ну это тоже соответственно так смотрится. Короче говоря, как-то так. Тем паче у чеченского народа есть ярко выраженный привязок ко всему национальному. И КРА явно хотел себе запасной аэродром построить Абу-Гош. Может, нет, я не думаю, что запасной аэродром. Я опять же считаю, что они нас таким образом морально делали неправыми. Понимаете? Что вот в арабском мире очень это рекламировалось, что Кадыров в арабском мире уважаем, принимают, там мечеть его запускают, там какая-то закрытая мечеть его туда запускают. И тут в Израиле он строит. Ну, короче, везде у него. Зеленый он в Европе, у него тут дочка показы делает, там моды, там туда-сюда. Ну, короче говоря, он все, а мы никто, короче. Вот так это преподносилось. И это накопительный такой эффект имеет. Такой. И ты в голове осознаешь, да, оказывается, весь мир против нас. И вот тогда это уже представить можно, что вот, смотрите, они все заодно, и вам нужно уходить вот в религию, умирать, все, мир от нас отвернулся. Это такая большая сложная работа, которую они ведут против нас. Вели и ведут.
Кадыров против Израиля, насколько мы видим и знаем. Это он сейчас против Израиля. А тогда он не был. Тогда же и Натаньяху, и Путин в хороших отношениях были. У нас есть две деревни черкесов. Абдсехи и кабардинцы. И им не нужно откуда. И это к тому, что если бы эти Абу-Гош были бы чеченцы, то они сами бы знали, кто. Да, Евгений, я знаю. В Израиле надо открыть мечеть имени Джохара Дудаева. Да, было бы отлично. Но для этого нужно Израиль, чтобы признал Чеченскую республику Ичкерия, президиум, правительство и так далее. Так, друзья, ну ладно, на этом закончу свой стрим. Спасибо, что смотрите и поддерживаете, как говорится. Слава Украине! Ам Израиль хай! Нохчик амдин ду! Все будет Ичкерия! Ну и все остальное. А в Чечне синагогу? Абсолютно, я полностью поддерживаю. Самую красивую синагогу в Грозном, в городе Джохаре. Самую красивую, самую большую. Все будет Ичкерия. Адикюэль маш ойл. God bless the United States of America and Deutsch and Germany. Адикюэль маш ойл. Всего хорошего. До свидания, друзья.